От лайка до уголовного дела. Так назвали первые наказания в России об интернет-экстремизме в начале 2010-го. Однако по факту свое наказание тогда получили люди, которые поставили лайки новостям, а социальная сеть автоматически сделала их репост. Экстремизм виртуальный, как и в реальной жизни, подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. Предусмотрена ответственность административная, предусмотрена статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства, либо группы лиц по признаку их отношения к религии, национальности, расы и прочее. Также к административной ответственности образуют состав административного правонарушения действия, связанные с распространением, публичным распространением и изготовлением экстремистских материалов, признанных таковыми в соответствии с вступившим в законную силу решением суда. Это статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в отношении физических лиц, либо обязательных работ на срок до 100 часов, либо арест на срок до 15 суток. Однако не всегда интернет-экстремисты смогут отделаться административным наказанием. Согласно 280 статье Уголовного кодекса можно получить реальный срок. Но и нарушение здесь серьезнее. Это тот случай, когда не только поддерживаются экстремистские идеи, но и публично призывают к действиям. Если речь идет о совершении действий, связанных с призывом к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, то это будет образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также к экстремистской деятельности относятся действия, связанные с возбуждением ненависти и вражды в зависимости от отношения к религии, национальности, вероисповедания и прочее. В случае, если эти действия совершены с применением насилия или угрозой его применения, с использованием своего служебного положения, эти действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет лишения свободы. В случае совершения преступления, предусмотренной частью 2 данной статьи 280, здесь добавляется квалифицирующий признак, то есть совершение с использованием средств массовой информации, либо использованием сети интернет, то предусмотрена уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет. Процессы информатизации сильно повлияли на изменение общества. Вместе с этим отмечен ускоренный рост экстремизма в сети. А противодействовать ему нелегко. Особенно подверженным ему оказалась молодежь, которая в основной своей массе и использует технологии. Что нужно знать перед тем, как что-то публиковать в сети? Отечественное законодательство Российской Федерации в федеральном законе в статье 1 о противодействии экстремистской деятельности дает понятие действиям, которые относятся к экстремизму. Это ряд действий, неправомерных действий, которые являются экстремистскими. Это к ним, к примеру, можно отнести, мы все не будем перечислять, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, национальности, расы, половой принадлежности и прочее, оправдание террористической деятельности, терроризма, распространение экстремистских материалов. Всегда можно выразить свое мнение, свое отношение к тем или иным проявлениям, явлениям без нарушения закона, без призыва к осуществлению экстремистской деятельности, к насильственным действиям, без призыва, без возбуждения ненависти, вражды в отношении людей по признаку отношения к национальности, к языковой принадлежности, религиозной.
От интернета столько же вреда, сколько и пользы. Однако каждый пользователь должен знать, что есть разница между свободой слова и экстремизмом. И не всегда можно писать свои убеждения и принципы в социальных сетях. И даже самое обычное, на первый взгляд, выражение своих жизненных позиций может стать ущемлением прав других людей, а следовательно понести за собой нарушение закона. Далия Асканова, Муслим Ганиев, Новости 24.